предложения, связанные и с приобретением недвижимости для себя, и с вопросом инвестиций, и с тем, как сдавать квартиру в аренду, как заработать на своей зарубежной недвижимости и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы, всегда можете там поднять руку, у нас здесь есть еще свободные листы, мы можем дать, вы можете все вопросы записывать. В ходе семинара мы постараемся ответить абсолютно на любой ваш вопрос. Вот, это раз. Далее. Наша компания State Property, это лицензированное агентство недвижимости и компания-застройщик в городе Алания. Что это означает? У нас порядка 16 собственных строек в самых разных районах Алании и порядка 1100 объектов недвижимости других застройщиков и вторичного рынка. Это означает, что мы можем подобрать для вас недвижимость абсолютно на любой вкус и любой кошелек. В нашей базе достаточное количество квартир, чтобы сделать вам хорошее предложение. Документы компании тоже вы видите на экране. Если что, любому гостю с удовольствием на WhatsApp отправим копии всех документов, сможете ознакомиться, перепроверить, все что угодно. Все фотографируют так. В Грозном все любят фотографировать. Я даже сам начал все фотографировать. У меня обычно в Инстаграме сторис раз в полгода, а тут я уже утро, день, вечер, все снимаю. Да, я стараюсь. Спасибо. Все любят это. Ну как, мне надо же сфотографироваться, чтобы потом людям рассказывать, что я здесь был. Правильно? Вот. Это все-таки дело такое. Давайте представлю наших коллег. С нами здесь многоуважаемый Халиль Бей, Халиль Ибрагим Дае, это владелец, основатель компании, господин Мирзакир Хамидов, наш ведущий специалист, Алевтина Калинина, это директор нашего офиса в городе Москва, может быть кому-то вам будет полезно, и просто-напросто весь наш грозненский офис, вот все здесь, ребята. Все они будем рады помочь вам, пообщаться, ответить также на любые вопросы, когда будет перерыв. Все наши сотрудники отлично подкованы, соответственно, с удовольствием дадут ответ на любой вопрос. Город Алания. Давайте мы начнем так с небольшого опроса, потому что, я вам честно скажу, это, наверное, наш уже 15-й семинар. И всегда люди приходят вот в других городах на семинары, и все сидят такие сердитые какие-то, такие напряженные немножко, как будто бы они не хотели сюда прийти, но все-таки пришли, они были вынуждены. Вот. И мы начинаем всегда с такого небольшого диалога, с небольшого рассказа о нас и с вопросов в зал, чтобы немножечко, так сказать, вот устранить вот этот вот холод, который есть между людьми. Вы так все снимаете, я должен буду так живот втягивать, а я не смогу рассказывать, если у меня будет втянутый живот, поэтому вы так фоткайте и убирайте этот аппарат. Итак, город Алания, Турция. Замечательный город на берегу Средиземного моря. На слайде написано 330 тысяч, но по последним статистическим данным 367 тысяч человек регулярного населения. При этом в сезон, который длится с апреля по октябрь, порядка 1 миллиона человек проживает. Кто бывал в Алании, друзья? Скажите, пожалуйста. Вот, земляки. Отлично. Просто кто бывал в Турции, может быть, в других городах, Стамбул, Мерсин, все бывали, отлично, вообще замечательно. Ну, на самом деле, там 50 минут на самолете, очень и очень недорого, так что всегда можно из Стамбула быстро прилететь в нашу курортную Аланию. Алания — это курортный город. Это город, где сейчас очень много людей со всего мира, и вот когда я говорю со всего мира, это вот надо воспринимать буквально, покупают квартиры. В Алании проживают жители абсолютно всех стран бывшего Советского Союза, проживают очень много людей из Европы, из Северной Европы, из Центральной Европы, и даже появляются люди из Северной Америки сейчас. Город очень популярный, это постоянное лето, я вам честно скажу, сначала мы прилетели в Москву, я сам вообще из Якутии, привык к тому, что минус 60, но уехал оттуда ребенком. И когда прилетели в Москву, это была плюсовая температура, но был такой ветер, он даже меня смог подвинуть.
И я думал, что я просто умру от холода, я вам честно скажу. Вот у вас здесь потрясающий климат, вот честное слово, а в Алании он вообще. Просто там 32 градуса тепла сейчас. 32 градуса. Да. Наша компания, мы в городе, мы верим в то, что если вы хотите быть успешными, вы можете быть успешными в чем-то одном, где-то в одном месте. Поэтому наша компания, мы строим и продаем недвижимость только в городе Алании, но во всех районах Алании. И помимо того, что вот этим занимается компания State Property, помимо того, что существует компания State Property, есть у этой компании еще дочки, различные дочерние компании. Например, когда мы построили и сдали дом, минимум 5 лет этим домом мы управляем сами. И этим занимается компания Stay Management. Если вы приобретаете недвижимость и хотите, например, зарабатывать на ней, сдавать ее в аренду, тогда вы заключаете договор с компанией Stay Rental, нашей дочерней компанией, и уже мы, вот эта компания, отвечает за то, чтобы ваша квартира хорошо сдавалась и вы получали доход. Если вы хотите инвестировать, у нас про инвестиции отдельный будет сегмент в ходе этого семинара, немножечко расскажем, немножечко озвучим, то ваши инвестиции идут через компанию Stay Investment, потому что эти деньги мы вкладываем в строительство своих комплексов и гарантируем вам получение той или иной прибыли. Смотрите, как я уже озвучил, компания Stay Property имеет официальное представительство в городе Грозный. Сейчас я бы хотел предоставить слово нашему грозненскому офису. Вот. Я просто передам микрофон. Дерек Дойл, рада вас всех видеть. Мы, конечно, ожидали, что придет около 50-60 человек, ну максимум, ладно, будет не такая большая посадка, мы доставили в студию. Огромная благодарность тем, кто пришел. Я понимаю, что суббота, я понимаю, что хочется отдыхать, я понимаю, что в субботний день как раз-таки много домашних дел, но я приятно удивлена тем, что вы здесь. Хочу представить нашу шикарную команду. Вы, наверное, часто видите в сторис. У кого есть Инстаграм? Кто меня видит в сторис? Окей. Кому я уже надоела или еще в процессе? Нет? Есть чуть-чуть. Как тебя зовут? Я тебя запомню. Ребята. Окей. Да, честное признание. Милана, директор Грозненского офиса. И наша шикарная команда именно грозненских ребят. Тамила, Абубакар, Бибулат, Абу. Где-то был Майербека нашла. И наши молодые специалисты. Ну, похлопайте им. Сегодня мероприятие пройдет в формате семинара, но у меня будет большая просьба. Мы не в школе, мы не в университете. Можно задавать любые каверзные вопросы, любые вопросы, которые вас интересуют. И мы с радостью действительно готовы делиться с вами всей информацией, потому что рынок грозненской и турецкой недвижимости отличается. Почему могу об этом говорить уверенно? Потому что я и работала и на грозненском рынке, и перешла в турецкий. Я понимаю, что это колоссальная разница. Многие думают, что застройщик в Турции, он физически должен взять лопату и начать строить. То есть, в принципе, в Грозном у нас есть один застройщик, и он же строит. Здесь есть по турецкой недвижимости некоторые особенности, в которых говорится, что мы как застройщики можем взять, грубо говоря, любую компанию строительную, и она будет строить, да, подрядчик нам. Но это наши объекты, мы не являемся посредниками, мы не являемся, я не знаю, риэлторами в этом случае. Есть понимание, чем отличается застройщик от риэлтора? У кого какое понимание? Застройщик сам делает. Нормальное понимание, да? Смотрите, застройщик, мы даем вам чистый прайс, то есть без наценки. Наши услуги, как клиенты, вы не оплачиваете, потому что это делает сам застройщик. Это большой плюс, потому что в Грозном есть услуги риэлтора, и они оплачиваются, фиксированная оплата, и это нормально. В Турции еще более крутые условия. Для вас все бесплатно, есть инфотуры, есть огромные плюшки, есть самое важное индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас были случаи, когда, допустим, приходит клиент и говорит: Мадинат, ты знаешь, вот у меня есть вот такая вот сумма денег, она чуть-чуть не дотягивает. Мы можем с вами вот договориться? И как вы думаете, какой результат? Мы смогли договориться, да? Да. Поэтому... Не один раз. И не один раз, да. Поэтому, Иван, передаю трубку.
Алло, алло. Итак, спасибо большое. Да, действительно, мы как компания-застройщик. Дело в том, что мы компания, которая всегда строит на своей земле, только на свои деньги. Мы никогда не привлекаем никакие кредитные институты, банки и прочее, прочее. Соответственно, нам вот эта технология создания бизнеса, продвижения бизнеса, она помогает дать выгодные условия вам, в том числе и вот, как правильно сказал Мадинат, относительно платежей, относительно рассрочки и так далее, потому что мы не привязаны к каким-либо ежемесячным платежам. Соответственно, мы можем с вами спокойно договориться о том, как вам будет удобно, о том, как нам будет удобно, найти какой-то компромисс и уже по нему работать. Друзья, смотрите, у нас в первой части семинара всегда, вот я как уже сказал, мы немножко общаемся, у вас были анкетки. Каждый нашел эти анкетки в ходе того, как пришел сюда. Вы, пока вот мы тут что-то рассказываем, вы постарайтесь что-то в этих анкетках написать, потому что это очень важно. Оставьте свои контактные данные и напишите все, вот буквально все свои пожелания по той недвижимости в Турции, которую вы хотите, потому что в последующем это поможет нам сделать индивидуальное предложение специально для вас. Исходя из того, что вы напишете, мы сможем вам предложить. Вот, это раз. Второе. Давайте немножечко проведем такую викторину. Для этого нам потребуются вот номерки, которые у вас есть, потому что мы будем записывать. Мы уже привезли один маленький подарок интересный, такой хороший, добрый, ценный приз. И, соответственно, мы вам зададим всего парочку вопросов по поводу Грозного и поспрашиваем вас про Турцию, что вы знаете о Турции. Так немножко поиграем. И исходя из того, кто победит, вот мы предложим выгодный, хороший, интересный приз. У нас немножко даже опаздывающие люди. Пожалуйста, проходите, добро пожаловать. Да. Так, готовы? Все готовы. Я бы попросил кого-то из моих коллег, поскольку у нас нет whiteboard, записывать те номерки, ответы на вопросы. Да, Алевтина, если что. Я сообщение читаю, просто говорить здесь неудобно. То есть мы пишем варианты ответа, и потом я называю номера, которые названы. Смотрите. Мы что-то гуглили, мы очень мало знаем про Грозный, лично я, про Чечню, поэтому, если где-то мы ошиблись, сразу приносим свои извинения. Каким веком датировано первое официальное упоминание народа Чечни? 5 век, 9 век, 10 век, 11 век. Удивительно вообще. Кто знает? Кто? Не кричите, мне номерки ваши нужны будут. Как же мы выберем победителя? Не стесняйтесь, друзья. Вот номер 93 за 11. Так. 71 за 10. А ваш номер я не вижу. 67 за 9. 45. 5 век до нашей. До нашей эры, 5 век. Так, отлично. Есть, господа? 5. Номер 4 и номер 5 за 5. Вот так вот у нас. Хорошо. А у вас анкетка есть. Номер, а вот видите, у вас 5-я анкетка. Вот вы как-то выхватили чужую анкетку. Поменяемся. Вот. Номер 1 тоже за 5. За 9, я прошу прощения. Ваш номер. Номер 6 тоже за 9. 28 за 9. 41. 5. Так, отлично, хорошо, хорошо. Еще кто-нибудь? А ваш номер? 54 за 10, 33 за 5, 35 за 9. Хорошо, правильный ответ 9, друзья. Я был прям так удивлен, я шокирован был в свое время, посмотрел это все в интернете. Это, конечно, да, действительно такой срок. Так, у тебя правильный ответ 9 у нас. Да, не важно, кто первый, не первым стал, главное, чтобы все были. Закир тоже у нас участвует в вопросе. Если что, он тоже постарается что-нибудь себе выиграть. В каком году был основан город Грозный? Так, номер 6 за 1818. Номер ваш? Да. Да. Номер организуем, там тоже есть за 18. Только давайте без телефонов, а то
Знаете, мы ездили там в один город, не скажу в какой, все зашли в Google и начали гуглить все. Тоже номер 5 и номер 4 за 18, 15 за 18, 16 за 18, 27 за 18, 25, все за 18, просто мы всем приплюсуем, все местные, все патриоты, все знают, поэтому все за 18 абсолютно, все победили, так что у нас, отлично. Хорошо, а теперь вопросы про Турцию. Первый вопрос очень каверзный. Смотрите, что означает слово бардак? В стране я люблю озвучивать варианты ответов именно на этот вопрос. В стране бардак, стакан или вид массажа? Стакан. Тоже стакан. Стакан. Все за стакан, конечно, да, все знают, все турецкие знают. Мы можем сейчас, наверное, пригласить сейчас Мирзакира, и он будет продолжать по-турецки уже просто вести семинар, потому что здесь все говорят по-турецки. Да, тоже мы всем по 1 баллу добавляем всем нашим замечательным гостям. Ребята фотографируются с Майербеком почему-то. Да. Ну, я втянул в живот, а фотографируются с Майербеком. Что за дела? Итак, дальше. По обычаю в Турции, что пьется первым? Вода или кофе? 3 варианта ответа. Кофе, вода и чай. Вот тут давайте. Если можно было номер 6, прокрутить кофе. вперед, чтобы побыстрее все это. Чай, Так, вы кричите, я же должен записать. 15 кофе, 43 чай, нет, 13 чай. Так, номер 1 и номер 2 за воду. Номер 5 и номер 4 за чай. 10 за воду, 61 за чай, 16 за воду, Знаю вас. 28 за чай, 39 за кофе, 41 чай, 35 за чай. 35 за чай, 27 за чай, 46 тоже чай, 43 чай, 54 вода, 67 вода, Выключить, 71 наверное. вода, господа, Интересно. 93, 92 за Или воду, оставить? Оставить или выключить? 88 за воду с лимоном, друзья, 55 за кофе, 97 за воду, 101 вода, 78, 79 кофе. Итак, хорошо. Ответить на этот вопрос очень сложно. Я бы попросил ответить нашего многоуважаемого Халильбея, это турка, чтобы он сказал, что же все-таки пьется первым. Правильный ответ кофе, друзья. Кофе. Сначала пьем кофе. Хотя, если честно, я бы выбрал вариант чай. Потому что в Турции, когда приходишь какие-то вопросы порешать, просто вот 5-минутная встреча, буквально надо забежать, что-то обсудить быстро и уйти. И все равно существует вот этот ритуал, когда сначала кофе, потом чай, потом снова кофе, потом чай, потом вода и так далее. Хорошо, оставлю тогда. Вот, поэтому в любом случае любая встреча, она начинается с чая. Но правильный ответ кофе. Сколько дней в году солнце в Алании, друзья? 160, 220, 300 или 500? 300. Так, номер 6 за 220, Алевтина. 1 за 160. 220, 15, 16, 70, 40, 13, господи. 300. Тоже за 220. За 220, да? За 220. 39 за 300. 25 и 27 за 220. 220. 35 за 220. 46. 220. 55, 300. 43. 220. 41. Ваш. 300. Так. Тоже номер 8 за 300, да? 67, 300, 92, 93, 300. Продано? Да. И плюс 500 еще, да. Так. 97 тоже 300. 102, 103, 300, 101, 300. 79, 300. Да, это правильный ответ. В Алании солнце 300 дней. 300 дней в году у нас самое настоящее лето. Как я уже говорил, мы уехали из Алании, там было 30 градусов тепла. А сколько вот в Грозном?
вообще дней лета, вот мне как иностранцу? Меньше 160 в этой части зала, в этой части. Сколько у вас дней лета? 220. Мы вровень идем прям, дышим. Итак, Алевтина, у нас какой-нибудь уже лидер. Появились лидеры, да? 2 лидера нам надо выделить. Следующий вопрос. Сколько стоит квадратный метр жилой недвижимости в Алании? 1500 евро, 2200 евро или 800 евро? Как вы думаете? 2200. Так, 2200 у нас есть вариант, я номер, я не запоминаю поэтому. 46 за 2200, 39 за 800, 16 за 800, 2 и 1 за 2200, 4 и 5 за 800, Вародела. номер 6 за 800, ваш номер 15, 19 тоже за 800, 800. 41 за 800, 35 800. тоже 800. Да у нас больше, друзья мои. 54, 55, 800. И у вас тоже, да, 800? 800, отлично. 67, 800. 92 и 93 будут договариваться. 50 на 50 сделаем, понял. Да, отлично. 101, 500 дайте. 101, 500 дайте. 79, 800. Отлично. Итак, сможем мы договориться или не сможем, но я думаю, что это такая земля, где договориться всегда можно. Тем не менее, правильный ответ 800. Действительно, те, кто говорил 2200, вы только что сэкономили 1400 евро, друзья. Я вас поздравляю. Да, уже просто вы пришли на семинар и сэкономили 1400 евро. Отлично. Итак, следующий вопрос. Так, Никлер у нас кто срабатывает, кто нет. Что такое Махмутлар? Район Алании, сорт апельсинов, ругательство по-турецки. Балуешь? Район. Все знают. Я живу в этом районе 9 лет. Очень хороший район, действительно. Очень хороший район Алании. Один из многих отличных районов в нашем замечательном городе. Всем плюсуем замечательный балл. Плюс 1 всем. Сколько лет мэр Алании является лучшим мэром Турции? 2 года, 3 года, 5 лет. Кто знает? 2 и 1 за 5. 1, 2. Да, 4, 5 тоже за 5. 19 за 5. 16 за 5. Вы все с ним лично знакомы, скорее всего, да? Вы все его знаете сейчас. Все за 5. Ну, вообще, в других городах люди не отвечают. Все начинают, не знаю, 2 года, да, 3 года, да, действительно, 5 лет. Наш замечательный мэр Адем Мурат Юджель является лучшим мэром Турции. Это правда. Я не знаю, какой-то представитель этой А компании. вот каверзный вопрос для инвесторов, для тех, кто разбирается. А, кстати говоря, пока мы даже... Мэрбекс, что Волхар, что я нерву, но сидеть просто на семинаре у меня нет времени. Да, кто у нас здесь? Мэрбек, Вистхал, Мавеля, попрощаюсь, пойду. А вот в таком доме? Далее. 50. До 60 тысяч. Вы меня что ли фотографируете? Вы меня что ли? Вопрос. На сколько процентов дорожает недвижимость, купленная на этапе котлована у нас в Алании, на момент сдачи дома? 5-10%, 15-20%, 20-30% или как бы? Так, первый, второй, 20-30. 20, ну, что 20? Версия Так, лучше. 92, 19, 20, 30. 16, 20, 27, 20, 30. 39, 20, 30. 46, 15, 20. 43, 20, 30. 54, 55, 15, 20, 30. 57, 20, 30. 55, 20, 30. Окей. 71, 10%. 57? 15, 20, да. 97, 20, 30. Как договоримся, скорее всего, да?
Тоже. Договорились, мы договорились за квадратный метр, но дорожает 92,93 на 20-30%. Я понял. 101, 79, тоже 20-30. 78, 20, 30 тоже. 110, 10, 15. Окей, такое ощущение, что все из лондонской школы экономики здесь. Так, все разбираются в вопросе. Смотрите, недвижимость в Голландии, купленная на этапе котлована, к моменту сдачи дома в среднем дорожает на 20-30%. Это правда. Поэтому я поздравляю тех, кто выбрал этот ответ. Те, кто выбрали другой ответ, я поздравляю вас вдвойне, потому что, оказывается, вы заработаете больше, если вложитесь, и заработаете больше процентов. Это замечательно. Алевтина, барабанная дробь у нас сейчас будет. Так, у нас есть четкий лидер. Так, я там передам микрофон просто. Есть однозначно лидер. Это номер 67. Но в целом все большие молодцы. Очень тяжело выбрать, кто лучше и лучше. Очень даже посмотреть на вас. Merhaba. Интервью запись яшма, да, дать? Merhaba. Алан Уанги, Мерсовес, недвижимость, Мерчалац. Я понял, написал. Просто семинар, конец. Там Чай, кофе. Нет, поеду. Садыга, он прямой эфир, я еще Орсохан, можешь сказать что-нибудь тоже. Ну, что я могу сказать? Сегодня нас посетили уважаемые люди, с которыми нам приятно. По нашей работе покупайте недвижимость в Турции, приезжайте, грейтесь на солнышке. Всегда будем рады вас там видеть, встретим, повозим, покажем. В общем, будет интересно, через меня можно связаться с Мербеком. Давай, Мербек, Рейсов. Так, соврдела. Ади кёршо, саханият, садук дахлор дор, цундел, дай, сдей рейс хуршундел, это кое. Рейсов. Ади кёр.